Тоҷикистон бо мо бедор мешавад. Шумо ҳам болинро яксо гузоред. Салом ҳамсадо. Мурдигар субҳ бахайр бошад. Барои кулли мардуми Тоҷикистон дар меҳмонии радио Ҳамсадо қарор гирифтааст Ланиша Лайф. Субҳ бахайр. Воқеан ҳамаро як духтари хелеам зебо. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Первый день весны, у нас прекрасная гостья. Первая наша гостья весной. Мы вот открыли зимой, и теперь это наша первая весна вместе с Хамсадо. Ланиша у нас в гостях, визажист. Очень прекрасная девушка, очень общительная, как мы это уже поняли. Она пришла к нам пораньше, мы уже успели поговорить. Доброе утро, Ланиш. Как ваши дела, как настроение? Здравствуйте, прекрасное настроение, прекрасное утро. Всех хочу также поздравить с первым днем весны. Уже настроение позитивное, заряжено на весь год. Ланиш, вам часто приходится с утра так рано просыпаться? Или Ой, как начинается ваше утро? Да, приходится и в 4 утра просыпаться, и в 3 утра просыпаться. Это в силу вашей занятости, вашей работы. Ланиша, такое вот интересное у вас имя. Имя ли это вообще или псевдоним? Да, это псевдоним, конечно. К сожалению, никто не решился бы так назвать меня. Но моя мама придумала этот псевдоним. Вернее, она прочитала его в какой-то книге, по-моему. Какую-то индийскую принцессу звали Ланиша. И с того времени она просто влюблена была в это имя. И со временем как-то вот я переняла почему-то, я не знаю, с детства причем это пошло. И сейчас многие, даже родственники, Ланишей называют это как второе имя. И вам нравится такое положение дел? Да, конечно, кому не хочется иметь двойное имя. Очень красиво, и правда очень красиво. ва воқеан ҳангоми суҳбат бо Ланиш қайд кард ки фарзанди хурдакак дорад ва уро ва соҳби барвақт, яъне ки уро монда омадааст ва ман сипос мегӯям барои ки аслан барои модар аз ҳама муҳим чи аст? Аз ҳама муҳим ин фарзанд аст. Фарзанди дустурак, хурдакак ва чанд сола аст? Чӣ қадар сол дорад? У меня 2 дочки. Да. И первой моей дочке 5 лет, второй 3 годика. Ланиш, аслан як саволи хеле муҳим ва мубрам аст. Аслан ки дар вирди забонҳои ҳамаи духтарон аслан ки Ланиш аст. Яъне ки кӯшиш мекунанд ки ба Ланиш монанд шаванд, кӯшиш мекунанд ки мейкап монанд шавад, кӯшиш мекунанд ки чизе аз куҷо дуздида монанд кунанд. Ва аслан ки чӣ гуна аслан мегӯям то ин зина расидан, ин гуна муваффақ шуданд ва номи худро воқеан ҳам дар муди Тоҷикистон гузоштанд. Зеро ки акнун Ланиш дар таърихи муди Тоҷикистон низ бигӯям ки ҳамеша хоҳад монд. Спасибо большое. Это был вопрос? Начнем с того, вот Фаридун отметил то, что все девушки очень часто именно вас ставят примером. Всегда на устах у всех девушек, да, прекрасного пола Ланиша, перед тем, как вот в самый важный день выйти к алтарю там со своей второй половинкой, они перед этим посещают вас, да, вот как мейкапера. Вы их готовите, собираете и отправляете в добрый путь. Как все это началось? С чего все это началось? Когда? Это вообще... Я вообще не позиционировала себя как визажиста очень долгое время, потому что я, в принципе, со школы уже знала, что я люблю рисовать в первую очередь. Со школы я на партах рисовала глаза везде, но еще, как говорится, ребенок еще не определен, да, ни в чем. И со временем я поступила в художественный колледж, который у меня бабушка поощрила поступить, да. И так как она видела, что у меня таланты к искусственному мастерству, да. И вот, если честно, тогда я уже поняла, что мне нравится и себе также макияж. То есть я уже выросла, я уже стала подкрашивать себя, я уже поняла, что мне нравится, по крайней мере, с собой это делать. Да, и со временем так получилось, что меня пригласили в журнал Вибзон нештатным визажистом. И я там уже начала развивать свое искусство по мейкапу, на всякие арт-фотосессии ездила, то есть красила модели и так далее. Было очень интересно. И с того времени я уже развивала свои навыки, и потом я уже поняла, что я хочу этим заниматься, что это моя, возможно, будущая работа. С того времени пошло и поехало, пришли люди, начали приходить, и до сих пор приходят. А сколько лет назад это было? Сколько вот уже лет вы в этой нише? Вообще 8 лет, 9 почти лет.
я этим занимаюсь. Тогда, наверное, не было ни одного мейкапера, еще даже такого понятия, по-моему, не было, да? Как Да, вот человек специально. Да. предназначен Вот для именно того, мне чтобы было красить. интересно то, что все занимались волосами своими, никто никогда не думал о лице почему-то. Почему, когда на свадьбу люди идут, они делают прически, но почему-то никто не делает макияж. Тогда, по-моему, такие недорогие тоналки были у нас только в городе, и карандаш. Все, больше. И карандаш для губ, и карандаш для глаз, да. И в то время почему-то никто даже не предполагал, что нужно сделать как-то, подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, потому что мейкап того времени мне казался просто абсурдным, так скажем. Потому что вместо того, чтобы скрыть какие-то недостатки, все наоборот подчеркивали их, да. И я начала вести такую политику, что я предлагала людям сделать по-другому совсем. А какая была реакция? Они сначала не удивлялись, типа, нет, зачем нам это надо? Да, сначала была востребованность была очень маленькая на тот момент, тогда не было ни одного визажиста. Получается, что я стала, так скажем, негласно первооткрывателем в этом деле, в этой сфере, да, в нашей стране. И получается, что эта профессия в нашей стране очень молодая. Вся. Началось это не очень давно. Сейчас визажистов очень много. Но при этом, да, с каждым днем все больше и больше мейкаперов. Такое вот модное слово. Мейкаперами называют, да, визажисты себя. И как, что сейчас происходит с конкуренцией в этом деле? Вы знаете, я считаю, что конкуренция — это хорошо. То есть живая и адекватная конкуренция — это хорошо, потому что это и ведет к прогрессу. Да, то есть если так посмотреть, если бы, возможно, конкуренция не появлялась, я бы, возможно, оставалась на том же уровне. Потому что кто-то что-то новое придумывает, показывает. И, если честно, смотря на них, ты понимаешь, что тебе нужно придумать еще что-то лучшее, еще что-то красивее. У вас есть какой-то определенный стиль? Что вы придумываете? Как вы придумываете? Ну, вы знаете, стиль я бы так не сказала, но дело в том, что я очень люблю работать с глазами, я очень люблю подчеркивать глаза, я люблю делать нереальные макияжи на глазах, я люблю делать какие-то арт-предложения для клиентов по праздникам хотя бы, потому что я считаю, что хотя бы на Хэллоуин. Нет, ну, конечно, по праздникам, на День влюбленных, на 8 марта это очень актуально. Что-то нарисовать. Я очень люблю рисовать на глазах что-то. Ланиш, мы думаем, что ду фарзан дурет, ду доктора Кизебо. Давайте на русском. Мы знаем, что у вас две девочки, принцесски, и у вас есть еще муж. То есть для человека, который есть муж, для человека, который есть личная жизнь, да, как бы иногда работать трудно. А вот как вы справляетесь с этим? Ну, слава богу, мой муж меня поддерживает во всем. Он очень интересную вещь сказал, что мне нравится, что ты развиваешься, и мне нравится, какая ты становишься, потому что я вижу в тебе личность. Мне не нужна амеба, которую я хочу жить, чтобы там убиралась, готовила и все. Мне нравится, что ты развиваешься, что мне есть о чем с тобой поговорить. Есть, я всегда радуюсь за твои какие-то начинания и успехи особенно. И поэтому я всегда чувствую поддержку со стороны мужа, и это очень приятно. То есть это считается как-то психологической поддержкой. Вот, вот по-другому, то есть идеями, да, то есть какими-то новыми, и поддерживает муж для поддержания каких-то, то есть новых проектов, не знаю. Да, конечно, да, вот в том-то и дело, что идеи, которые я предлагаю, ему нравятся, и также он сам подает какие-то идеи для моего развития. Так как он сам не медийная личность, да, он не любит показываться, да, он занимается своими делами, и он сам тоже творческая личность, я вам по секрету скажу, что он тоже художник в какой-то степени, потому что у него первое образование – это архитектор, дизайнер, а у архитекторов специальные предметы тоже изобразительное искусство тоже входит. Ланиша, вот один из ваших, наверное, общих, так сказать, проектов, это проект под названием «Дива», да? Да. Расскажите о нем. Да, это такое детище, да. Я очень люблю об этом говорить, потому что это очень интересная тема. Это церемония вручения
который проходит ежегодно, уже 2 года прошло, два раза мы проводили его. В этом году тоже собираемся проводить. Это только женское мероприятие, только как девичник, да, такой, так скажем. Собираются только девочки, куча девочек. У нас накрыты столы, все танцуют, поют наши звезды, мои близкие друзья, это звезды нашей эстрады. Вот, и, если честно, это такая тусовка, так скажем, потому что звезды поют и также танцуют, они также присутствуют тоже вместе за накрытым столом, то есть они приближаются к обычным людям, с которыми мы проходим по улице, да, и с которыми, возможно, по улице они не пройдут, так как они просто не смогут перемещаться по городу, да, так скажем. А здесь все вместе, понимаете, это так классно. Только близкие ваши собираются? Или кто, или как попасть на вот... звездных гостей. Нет, в смысле того, что вот звездные гости, так, ладно, оно понятно, а вот обычные гости, да, это ваши подружки, близкие? Это мои подписчики, скорее всего. Ага. Конечно, любой человек может, главное, чтобы был женского пола. Это вот обязательное условие. Да. Нет, это по пригласительным. Когда приходит время, мы объявляем об этом. И каждый, кто хочет, может посетить. Это очень интересно, я же говорю, такой вечер расслабления, да, мы все расслабляемся, девочки, мужчин нет, поэтому, в принципе, все могут расслабиться, ни о чем не переживать, танцевать как хотят, одеваться как хотят, и, да, все. А фотоотчет, он готов. И на следующий день появляется во всех социальных сетях, да? Ну, дело в том, что не все одеты прилично, поэтому никаких проблем с этим, в принципе, не было. Когда мы выставляли всех, так как люди, которые в Инстаграме, мои подписчицы, в основном такие девочки коммуникабельные, так мне приятно видеть и знакомиться со всеми, потому что я замечаю, что у нас город растет, женщины становятся более раскрепощенные, и это очень приятно. Да. Любой проект делается для того, чтобы получить какой-то доход, да? То есть вот от Дива что вы получаете от Дива? Ну, конечно, я развиваю в первую очередь свой бренд, поддерживаю и развиваю, на другой уровень выхожу, да, и как бы по-любому, как сказать вам, это саморазвитие. То есть ты пробуешь что-то новое, и человек должен заниматься не чем-то одним. Я считаю, что он должен быть всесторонне развит, да, и устраивать такие вечеринки, да, такие концерты. Это тоже одно из проявлений моего внутреннего, да, состояния, что я вот хочу проявить себя и в этом также. Это своеобразный пиар, получается, да. тоже в этом потом, есть да. какой-то. Потом я очень люблю веселиться, особенно когда девушки, это вообще классно. Ланиша, вот вы отметили, что у нас расширяется, да, город, и девушки более раскрепощенные, более коммуникабельные становятся. Вы каждый день сталкиваетесь, принимаете клиентов, да, вот девушки приходят только чтобы накраситься. Наверняка во время работы они хотят поболтать о чем-либо, задают вопросы, или вы начинаете общаться. Чувствуете себя при этом психологом? Вы не представляете, каким я себя психологом чувствую. Знаете почему? Потому что каждый приходит, и, видимо, я не знаю, я слышала такое, что действительно, когда приходишь на маникюр, на мейкап, к мастеру по волосам, почему-то это очень сильно располагает к общению и даже к высказыванию внутренних каких-то своих переживаний. И, если честно, я уже с очень большим количеством людей познакомилась, столкнулась. И действительно, ты чувствуешь себя какой-то поддержкой в этот момент, когда кому-то плохо, или как кто-то чувствует, что ты тот человек, с которым хочется поговорить, понимаете? Это очень приятно тоже, я ценю это. Вот, Ланиш, я понимаю, что вот когда тебе рассказывают какие-то проблемы, и ты сам начинаешь, вот какой-то негатив скапливается в тебе. То есть, а потом куда этот негатив? К мужу или Ну, если спросить его, он скажет, да, это все на меня. Ну, а так, я не знаю. Если честно, я вот в караоке стала ходить, очень стала мне помогать, между прочим, да. По вечерам, когда нет настроения, ты пойдешь в караоке, отпоешь свое
И ты чувствуешься намного лучше, кстати, Намного да. лучше. Ланиш, давайте сейчас перейдем к рекламе, потому что у нас сейчас с рекламой, после этого вернемся к эфиру. Окей. Дармемони радиомсадо хародура Лани Шалаев вохенам духтари хелиам зебо достошани ва дар барбарин духтаре ки албатта сахт нест ва дигарҳоро низ зебо месозад асалом муҳимона ҳамин аст яъне ки ҳам худаш зебо аст ҳам дигарҳоро зебо мекунад. Хуб, бори дигар субҳ бахайр бошад Ланиш, умедворам ки субҳи рангин ҷолиб ва хеле хуш доред. Айни замон гӯш карда истоданд, ҳамчунин агар нафароне ки дар саҳифаи Ланиш айни замон фоллоу ҳастанд пас ҳатман ки ворид бишавед дар он ҷо низ пахши мустақим рафта истодаанд, чунки ба YouTube ворид бишавед радиоро тамошо бекунед. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях мейкапер номер 1 в Таджикистане Ланиша. Кстати, об этом, Ланиш, вас многие ваши поклонницы, ваши клиентки считают номером 1 в Таджикистане. Так как вы первооткрыватель, может быть, и уже столько лет держитесь, да, вот на плаву, и с каждым годом, с каждым разом все больше и больше улучшаетесь в какой-то степени. Как вы сами думаете, как вы сами считаете? Конечно, я так считаю. Нет, я шучу, если честно. Отличная позиция. Нет, если честно, я так не думаю. Главное, что думают другие. Вот в том-то и дело, что на пьедестал тебя ставят совсем не я сама, да, другие люди. Если это мнение общества, то, конечно, мне очень приятно это. Ланиш, вы начинали красить дома, принимать клиентов дома, а потом это переросло или еще нет? Как? Да, Расскажите. да. Получается, что я все это время работала нештатно дома, так скажем. Я как бы поток людей, я не ожидала просто, что будет такой поток людей. Я начинала просто как с хобби, да, и так получилось, что у меня становилось все больше и больше людей, и это уже переросло в работу. Я уже знаю, что я потом начала вести запись, и каждый час у меня уже был расписан. Уже, я вам скажу сейчас, к какому времени это было. Это уже где-то 6 лет назад у меня уже была достаточно хорошая клиентура. Каждый час у меня был расписан. И вам пришлось Да, я хотела сказать об этом, что, это, так скажем, не салон, у меня шоурум. Почему я назвала шоурум? Потому что это несколько видов услуг. Все услуги для невест, то есть не только мейкап, прически, но и маникюр, педикюр, салонные услуги и также свадебные платья. То есть мы собираем невест от и до. Сначала они утром приходят, до вечера собираются у меня, то есть делают маникюр, к косметологу заходят, наращивают реснички, выщипывают брови, делают стрижку, укладку, покраску, да. В вашем салоне? Да, все в моем салоне, не выходя, да, это очень удобно, потому что девочки бегают туда-сюда, зачем это нужно, да, так скажем, все услуги есть, у меня очень хорошие мастера, многие из них с России, с Кавказа у меня есть мастер по ногтям, у меня с Кавказа, там по ресничкам с России, с Москвы, да, и разные абсолютно мастера хорошие. Ланиш, да. вот каверзный, но такой нужный все-таки вопрос, сколько нужно денег, чтобы стать невестой? Сколько понадобится денег? Вот, Вы знаете, собрать что образ? я думаю, что все возможно. У нас есть Алиф Сармуя. Можно даже так. Вы сотрудничаете, да, с ними? Нет, вот хорошую идею сейчас подали. А, кстати, они находятся прямо под моим шоурумом. Вот я вам локацию сейчас. Я сейчас непосредственно им рекламу сделала, пойду скажу, заплатите мне деньги. Я хотел уже спросить, вот где вы находитесь просто, чтобы вот сейчас девушки, может быть, нас слушают, да, и они хотят прям попасть к вам сейчас. Мы находимся напротив Спартака, стадиона Спартак, вот по Итах супермаркету, я думаю, знают все. Ресторан Панорама, по-моему, там находится. Напротив новостройка. В новостройке, получается, разные там, по-моему, магазин есть. И вот Шофолес магазин рядом со мной, получается. И вот на втором этаже над банком Алиф Сармуя нахожусь я. А вот самые топовые звезды нашей страны работают именно с вами, да? То есть, начиная с Шабнам Исмаил, заканчивая до других. И вот кто был вашим первым звездным гостем, да? Вот как волновались ли вы? Вот вы знаете, я один период работала нештатно в гостинице «Хаят».
просто в качестве визажиста, я просто пыталась там начинать мейкап. Вот тогда, после вот как раз журнала Вибзон. И вы знаете, первой моей звездой была Дилиром Курбанова. Все ее знают, это не народная, она заслуженная артистка Таджикистана. И, если честно, она после первого макияжа моего встала, посмотрела себе и просто в восторге была. Она визжала от радости, она говорила, что как красиво! Потому что я сделала такую цветовую гамму красивую, несколько видов цветов я сделала. Она вот до сих пор самая яркая звезда в плане того, что она любит самые яркие мейкапы, да. Да, и я помню, что она подсела на мой макияж. С того дня она почти каждый день у меня, почти каждый день. И уже 6 или 7 лет, получается, она со мной. А вот вообще визажисты, сегодня уже вот прошло 8 лет, да, как бы уже вот мы тоже выходим в прямой эфир, а нам говорят, вы не волнуетесь, да, у вас нет волнения? Я говорю, как бы нет уже, вот просто выходишь в прямой эфир, вышел в прямой эфир. А вот у вас до сих пор есть вот это волнение, вот когда работаете с клиентами, да, и может быть где-то как-то вот какие-то недовольные, вот самые такие тяжелые клиенты? Или вообще визажисты волнуются ли, приступая к работе? Нет, не знаю, я никогда не волновалась. Мне кажется, выйти на сцену, да, это волнительно. Вот с вами сейчас говорить тоже волнительно, но почему-то я за свою работу никогда не волновалась. А вот не было мысли, вдруг не понравится, что я буду делать? Ну, дело в том, что эта мысль до сих пор есть, потому что у каждого человека вкус индивидуален, и каждый человек видит себя по-своему. И каждый раз, когда человек поворачивается, я вижу реакцию уже, когда девушка смотрит пристально, и во взгляде ее, что что-то не то, вот, она, сказать, стесняется, я уже сама предлагаю, давайте вам что-нибудь изменим, где вам изменить, что вам не нравится или как-то. Я стараюсь отправить клиента счастливым в любой ситуации. Не, иногда бывают случаи, когда человек может сказать, что да, мне нравится, все хорошо, и пойти дома смыть макияж. Это просто очень культурные девочки. И дело не в том, что, возможно, моя работа была плохая и так далее. Нет, просто она не видела себя такой. Да. А сказать, как она себя видит, она, к сожалению, возможно, не донесла до меня. И поэтому, чем больше времени я работаю, тем больше я спрашиваю девочек, что, пожалуйста, объясните мне популярно, что именно вы имеете в виду, как вы себя видите именно. Сейчас у нас есть рубрика «Мегамикс», и после этого вернемся. Мурдгарсуба Хайрбуша Дусони Азиз, салом ба кули ҷаҳон, салом ба кули Тоҷикистон ва салом ҳамсадо дар меҳмонии радиои ҳамсадо қарор дорад духтари бениязебо Ланиш Алаев ва воқеан Ланиш зиёд даъват мекунад шуморо ба барномаҳои радиоӣ, ба телевизион, аслан яъне ки ба ҳайси меҳмон, как гостя. Да, вообще-то меня очень часто приглашают, но дело в том, что я не всегда, у меня есть возможность пойти. То есть у меня либо запись, либо я просто не могу, либо я не участвую именно в таком проекте. Хорошо, спасибо, что пришли к нам. Это очень здорово, тем более, что беседа складывается у нас отлично. Ланиш, каково это быть знаменитой? Вот не трудно ли? Прекрасно. Ну, если честно, я не чувствую себя знаменитой в плане того, что я выхожу на улицу, я чувствую себя обычным человеком, и ни в коем случае у меня нет нимба на голове или короны на голове. Я не чувствую, что я какой-то другой человек абсолютно. И многие, слава богу, я могу похвастаться тем, что мои многие подписчицы, которые знакомятся со мной, говорят, что я, в принципе, земной человек без каких-то накруток в голове и тараканов. Ну, это оно и слышно. Ланиша вот за 8 лет уже, получается, да? Бывало ли такое, что вот все-таки чувствовали себя звездой там вот, или как? Или кто-нибудь вас когда-нибудь обвинял в том, что вот зазвездилась? Да, конечно, было. Я же говорю, когда ты очень хорошо поднимаешься, ты не чувствуешь, как ты начинаешь себя вести по-другому. Я, например, до сих пор не чувствую, было это или нет. Но многие мои знакомые говорили, что я
веду себя И по-другому. как вы Слишком реагировали на это? высокомерно и так далее. Я говорю, что за вздор, чушь, это невозможно. Я такой простой, хороший человек. Не, ну, дело в том, что, то есть все мы, да, проходили через это, все говорят то, что кто-то вот где-то мы зазвездились, да, на самом деле. Ну, на самом деле совсем все как бы по-другому. Почему? Потому что у нас... Почему мы зазвездились? Потому что у нас очень... то есть много мы работаем, много мы вкладываем в себя, да, в нашу работу. Мы любим свою работу. И, ну, если мы не сходим на какие-то посиделки с друзьями, да, это не означает то, что мы зазвездились, да, потому что у нас дела. И в основном вот из-за этого все люди говорят, в основном же наши друзья все говорят, да, то есть они до этого нас знали, говорят, зазвездился. И не зазвездились, просто мы на работе, мы работаем. Если бы мы не работали, мы бы не зазвездились. Вот, да. Да, оправдался, все, продолжаю вести себя как прежде. Ланиш, позвать в гости визажиста и не спросить у него пару советов для девушек просто грех, мне кажется. Меня просто не поймут. Прекрасно, не поймет меня половина наших радиослушательниц. Ланиш, какие советы можете дать девушкам при нанесении мейкапа вот самостоятельно? Ну, самое Есть ли главное, фишки да, какие-нибудь? конечно. И самое главное подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки. Вот, допустим, девочки, у которых далеко расположены глаза, они подводкой могут сделать достаточно ближе их визуально. Если у кого-то носик подлиннее, да, они могут его скорректировать. Анита, почему смотрит на меня, так говорит? Нет, ну что. Я вообще плохо вижу далеко, поэтому вы очень далеко сидите. И я могу сказать, что губки можно сделать пухлее, носик меньше, но главное правильно это делать. И советую, конечно же, посетить в первую очередь курсы какие-нибудь. Не обязательно ко мне, ну хотя, конечно, лучше ко мне. Вот. Но как правильно наносить макияж, потому что, в принципе, вы можете знать, как это сделать, но исполнить это тяжело для вас, потому что рука не набита, да. А этому возможно научиться? Да. Причем я могу за 7 дней научить достаточно хорошо саму себя красить. Это очень важно, красить себя хорошо, потому что многие смешно красятся. Я заметила, что сейчас это намного лучше выглядит. Буквально 2-3 года назад это выглядело смешно постоянно. Я замечала это. А у меня такой характер, я постоянно смотрю на человека и смотрю на его недостатки. Ланиша, сколько времени нужно, чтобы научиться профессионально красить людей, других? Да. Ну, иметь знания можно за 7 дней и более-менее использовать их. Но чтобы уметь отлично делать мейкап, быть мейкап-артистом, да, так скажем, нужно, по крайней мере, 5000 часов. Да, как сказали ученые, определили, что чтобы стать мастером в чем-то, ты должен 5000 часов посвятить этому, и ты станешь мастером в любой работе. То есть опыт, да, абсолютно. работа, То есть в практика, машиностроении, да. Ты если будешь практиковать хотя бы 5000 часов, это достаточно много, кажется, но при этом я согласна с мнением ученых. Так особо Ланиша, у вас умная. курсы есть, как я понимаю, вот вы упомянули об этом. Да. Что за курсы, как вам записаться? У меня есть несколько видов курсов, да. Это зависит от того, кто ко мне приходит. Допустим, есть с нуля, то есть сам себе визажист, человек, который хочет сам себе научиться делать макияж. Есть курсы звездного макияжа, то есть это в основном яркие такие мейкапы. Есть курсы с нуля, научиться азам, да, так скажем. И всему я учу, в принципе, в течение 7 дней, потому что больше не требуется. Это не так тяжело. Главное понять систему. Главная система, да. Так скажем. Хуб, айни замон дар душанбе 8:40 даха мешавад. Мо навбати он аст ки хайрхуш карда бошем бо мемон Ланиш. Воқеан ман аз самими қалб ташаккури зиёд мегӯям. Мо ҷамлияи кадом савол дошт? Да, я хотела подытожить нашу беседу таким вопросом, чем бы вы занимались, по вашему мнению, если бы вот не мейкапом? Ох, это такая больная тема, потому что я
до сих пор жалею, что я в мединститут не поступила, потому что я должна быть пластическим хирургом. Потому что я бы всем нос отрезала, я бы всем губы увеличила, я бы там веки всем подрезала. И до сих пор я, когда делаю макияж, каждой девушке, каждая знает меня с плохой стороны в этом плане, что я не могу сдержать себя, я начинаю говорить, вам надо нос прооперировать, вам надо скулы сделать. И когда я вижу недостаток, я просто не могу молчать. И в 21 веке живем, я считаю, что все доступно. Это очень хорошо, что мы живем не в 19-м, когда ты какая есть, такая есть. Что Ну, в каком-то можно плане что-то с вы и собой есть сделать. пластический хирург, вы же вот только не Только визуально, операционно, да, на да, данный визуально уменьшаете, увеличиваете Да. или как делаете то, что нужно. Спасибо большое за такую увлекательную и интересную беседу, Ланиш. Всегда добро пожаловать к нам в гости. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Желаем вам классной весны, классного начала весны. Она у вас уже началась круто. Вы Да. у нас в гостях. Да, и да. Это весело, на позитиве. Да. Всего вам самого-самого наилучшего. Вы тоже очень только позитивны, успехов да. во всем. Спасибо большое. Васама муим багора ба радиоем садом адяники авалин даққаҳои баҳору авалин соатҳои баҳору мо дар ҳамҷоягӣ бо баҳори тоҷикистон духтари бенуяи зебо иншаллаҳ оғоз кардем. Ман барор мехоҳам бароятон ва умедворам ки боз ҳам лоиҳа намон духтархона ё дива имсол низ хеле ҷолиб мегардад ва ҳатман ки шумо аз духтарҳои радиои Ҳамсадо фаромӯш намекунед. Барор мехоҳем Ланиш ва дар охир чӣ гуфтанӣ доред барои кулли муштариён, барои кулли дӯстон, барои кулли шогирдон? Да, я почти поняла. Да, пожелание. Я хочу сказать девочке, что мы живем в такой стране, где мейкап — это очень яркий мейкап. Это очень круто. То есть вы можете краситься здесь ярко, и вас никто здесь не осудит. Поэтому я советую вам, девочки, не стесняться, экспериментировать. И, конечно же, когда при эксперименте рождается что-то очень крутое. Поэтому, девочки, я вас всех люблю. И жду вас у себя в шоуруме. Спасибо. Иншаллаҳ дар меҳмонии радиои Ҳамсадо дӯстони азиз қодир ҳастам мекунем ки дар соати сеюми барномаи субҳгоҳии Салом Ҳамсадо Зулайхо Муҳаммадшоева қарор хоҳад гирифт радиои Ҳамсадоро тарк накунед.